Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В 2024 году в Туркменистане будет 12 нерабочих праздничных дней. В Туркменистане идет подготовка к торжественному молодежному форуму. Завершился визит Сердара Бердымухамедова в ОАЭ и другие новости. Завершился рабочий визит президента Сердара Бердымухамедова в Объединенные Арабские Эмираты, где проходит 28-я конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Выступая накануне на Всемирном климатическом саммите ООН, глава государства подчеркнул, что Туркменистан рассматривает свое участие в ней как этапное событие в продвижении своей международной стратегии по проблематике изменения климата. В рамках визита в ОАЭ президенту Туркменистана был вручен специальный подарок, написанный золотой росписью аяты из Священного Корана. Примечательно, что проведение важных мероприятий КОП-28 совпало с широким празднованием Национального дня ОАЭ. Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в грандиозных торжествах, посвященных главному празднику Объединенных Арабских Эмиратов. По завершении двухдневного рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Туркменистана отбыл на родину. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил в субботу торгово-промышленную палату, где ознакомился с подготовкой к предстоящему молодежному форуму. Отмечалось, что форум должен быть организован на высоком уровне. На мероприятиях подведут итоги успехов, достигнутых туркменской молодежью на международных спортивных соревнованиях, школьных и студенческих олимпиадах. Делегация Туркменского сельскохозяйственного университета посетила Иран для укрепления сотрудничества с коллегами в рамках ранее подписанных документов. Представители туркменского вуза провели переговоры в Гарганском университете сельскохозяйственных наук и природных ресурсов. Стороны обсудили претворение в жизнь меморандума о взаимопонимании в области образования. Согласно производственному календарю, в 2024 году в Туркменистане будет 12 нерабочих праздничных дней, включая Новый год, Международный женский день, национальный праздник весны, День Конституции, Ораза-Байрамы, Курбан-Байрамы, День независимости, День памяти и Международный день нейтралитета. Рабочее время накануне этих дней сокращается на 1 час в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса Туркменистана. Аналитики обновили список самых дорогих городов мира. Первое место разделили Цюрих и Сингапур, второе – Нью-Йорк, третье – Женева. В первую десятку также вошли Гонконг, Париж и Лос-Анджелес. Для составления рейтинга эксперты учитывали стоимость аренды жилья, продуктов питания, коммунальных и медицинских услуг, транспорта. Самыми дешевыми для проживания мегаполисами авторы рейтинга назвали Дамаск и Тегеран. Декабрь 2023 года станет благоприятным месяцем для 3 знаков зодиака в плане финансов. Астрологи уверены, что рассчитывать на увеличение доходов, а также на эффективное управление расходами могут скорпионы, козероги и рыбы. Футболисты команды «Аркадак» досрочно завоевали титул чемпиона Туркменистана среди клубов высшей лиги, обыграв в Ашхабаде Алтын-Асыр. Игра, прошедшая в воскресенье на стадионе Ниса, завершилась со счетом 4-0 в пользу подопечных Владимира Байрамова. «Аркадак» набрал 60 очков и за 4 тура до финиша стал недосягаем до идущего вторым Алтын-Асыра. Это первый чемпионский титул в истории команды «Аркадак». 5 декабря состоится заключительный 6-й тур группового этапа Лиги чемпионов АФК, в котором сыграют туркменский «Ахал» и арабский «Аляйн». Встреча пройдет в Ашхабаде и начнется в 19:00. В преддверии встречи на стадионе Ашхабад участники матча проведут открытые тренировки и ответят на вопросы журналистов. С представителями прессы пообщаются главные тренеры и капитаны команды. Напомним, что наставником эмиратского «Аляйна» является знаменитый аргентинец Эрнан Креспо. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.